Покупать кота в мешке, говорят в народе, когда о качестве товара мало чего известно. Вот и случай с жительницей нашего города. Максуме Рафиковой произошел такой случай. Поведать, о чем она пришла в студию канадского телевидения. А суть заключается в том, что 2 месяца тому назад женщина приобрела квартиру на 5-м этаже по улице Дружбы, дома номер 8. Сделала ремонт и начала его обживать, но тут начались проблемы. В квартиру с трудом поступает горячая вода, а если быть точнее, она есть, но чтобы горячая вода появилась в кране, нужно пропустить через счетчик чуть ли не куб воды. Чтобы включить не горячую воду, надо пропустить несколько литров воды, чтобы пошла горячая вода. А у меня до сих пор ледяная вода. Я никак не могу дойти до горячей воды. Поэтому я утром встаю, в чайнике грею, чтобы помыться и подмыться. Потому что долго нет горячей воды. Вот, до сих пор нету вот. Вот когда она будет, я не знаю, вот надо ждать, сколько, когда она пойдет. А с наступлением дождливой осени вода начала течь с потолка по стенам квартиры. Вот уж этого Новосел точно не ожидала. Я купила эту квартиру в сентябре месяце. И сразу мы заявление написали в этот чистый город. Я сперва обратилась за счет горячей воды, потому что горячая вода не поступала в сентябре месяце. Потом через некоторое время у меня стала штукатурка падать, протекать, обои отклеились. Я опять поехала, написала заявление. С сентября месяца ждала, не дождалась. Потом пошла и сказала: сделайте мне, пожалуйста, что-нибудь. Сильные дожди пойдут, у меня потолок все свалится, мол. Они говорят: ладно, мы придем посмотрим, идите спокойно домой, идите домой. Я говорю: ну тогда я обращусь на навигаторе или телевидение. Ой, вы никуда не обращайтесь, говорит, мы придем, вам сделаем. Ночью спала, тот угол упал. Я испугалась, проснулась, думаю, что такое. А вот вчера ливень был, она у меня прям текла по углам. Но, как оказалось, это лишь полбеды. Максима Алимовна, долгое время проживавшая в городе Москве, думала, что обращение в управляющую компанию решит ее проблемы. По словам владельца, она звонила, обращалась письменно. Порядка 10 раз бывала в конторе чистого города. После чего 8 ноября комиссия посетила ее жилье и заактировала наличие нарушения герметичности швов. Пришли, посмотрели, сняли этот телефон. Все сняли, акт написали и ушли. Я говорю: когда будут? Сделают, как время будет сделать. Вы не только одна, говорит, нас в Канаши очень много, говорит, таких людей, как вы, говорит, страдающих, говорит. И ушли. Ну, нету. Потом во вторник опять пошла. В этот вторник пошла к ним, они мне говорят: вот ваш акт, ждите. Придут, сделают, но у нас народу не хватает, не знаю, кого послать. Я говорю: насчет горячей воды мы не решаем, идите в диспетчерскую. В диспетчерскую я пошла, там мужик сидит и говорит: ой, ладно, идите, говорит, мы после обеда обязательно придем насчет горячей воды. Во вторник, после обеда не пришли. Но вчера я уже не стала звонить, думаю, может придут, не пришли. Сегодня утром я пошла к вам, потому что мне некому обращаться, я пенсионерка. Пенсионерам 0 эмоций, они за человека наш не считают. Честно сказать, если я бы воевала, может быть, они в первую очередь пришли бы. А мы такие работники, за 7 тысяч, я какой ремонт должна теперь здесь делать? Они никакой не имеют. Вот сейчас вот залатать надо. Балкон, там мне дырка возле этого. До соседей они залатали, а мне говорят: вам нет, говорит, нам сказали только до этого дома сделать. А остальные нет, говорит. Ну как можно так обращаться с людьми? Эта девушка там молодая сидит: ой, это дружба, говорит, уже надоели, говорит, постоянно ремонт, крышу делаем, говорит. Прям сами открыто говорят: ну сделайте один раз капитально, чтобы ничего не было. Больше мы же ничего не просим. При наших камерах собственник жилья решил позвонить в чистый город и узнать, какие действия они предпримут далее. Стоит отметить, что долгое время телефон никто не брал. Затем ее перенаправляли к другим специалистам. В итоге выяснилось, что акт как раз до нашего звонка забрал мастер, а другой специалист посоветовал позвонить на Кооперативную 2 и самим все выяснить. Вы вчера приходили, акт забирали? Акт забирала. Ну и что, когда мне будут? Не знаю, к мастеру лучше обратитесь. Кому? К мастеру. Какому мастеру? Ну, вашего участка или Иван Павлович у вас там есть. А где мне его искать, это Иван Павловича? На Кооперативной 2 они сидят.
Получается, что в одной организации, обслуживающей большинство многоквартирных домов города Канаша, не могут скорректировать действий и наладить цепочку управления. А ведь от качества их работы зависит и качество жизни квартиросъемщиков, которые регулярно платят за коммунальные услуги. Эта сумма у меня 1257 рублей за отопление и за горячую воду. Это коммунальный заплатила 547 рублей. Вот за горячую, за холодную воду 550 рублей заплатила. Вот за октябрь месяц все. Вот капитальный ремонт заплатила. Следующий звонок также был сделан специалисту теплоснабжающей организации. Как выяснилось, они отвечают за котельные и магистрали, а за поквартирное разветвление опять же несет ответственность «Чистый город». У нас котельные трассы, мы дома не обслуживаем, дома «Чистый город» у вас обслуживает. Одна из причин, что мало жильцов у вас проживает по вашему стояку. И приходится вам, там застаивается вода, поэтому льете много. Это одна из причин. Чаще всего популярная. В подвале у вас, может быть, разветвление неправильно сделано. На следующий день Максума Рафикова написала обращение в муниципальный и жилищный контроль администрации нашего города. Теперь мы вместе с ней будем следить за развитием событий и расскажем вам в следующих выпусках «Открытой студии».